малочисленных народов севера Среднеколымского района нас поддержал, и они провели очень такое хорошее мероприятие, посвященное Теке Адулоку. Вот я хотел бы показать вот фотографии с этого мероприятия, которое проходило в городе Среднеколымске в июне месяце, как раз именно к дате рождения Николая Ивановича. И этот праздник объединил все народы, которые проживают в этом улусе, и представители якутского народа, представители юкагиры, которые там проживают. Вот ту фотографию можно? И вот посмотрите, пожалуйста, приехали представители Березовки, это эвенское уникальное село Среднеколымского района, которые также приветствовали участников этих юбилейных мероприятий. Таким образом, это вот мероприятие прошло на очень хорошем таком уровне, много принимало участие. Дальше мероприятия проходили и в Верхнеколымском улусе. Это мероприятия, которые проходили в селе Нелемном. Там уже проходит постоянно, традиционно проходит Шахаджибе с 1992 года. И вообще одним из центров сохранения культуры культуры нашего народа является Нелемская школа. И вот на этой фотографии видно одно из тех мероприятий, которые были посвящены Теке Адулоку и проходили в стенах этой школы. И здесь вот видно как раз один из энтузиастов, который постоянно проводит эти мероприятия, ведет эту большую работу, это Елизавета Ивановна Дичкова. А также прошел Шахаджибе, вот на котором... И на этом празднике, как раз вот, который был около стен старого здания школы, проходил, вот наши старейшины проводили различные обряды, проводили мероприятия. Вот. И вот на другой фотографии вы видите ансамбль Ярхадана, который встречала гостей. Очень знаменательным является то, что как раз вот завершением юбилейных мероприятий памяти Теке Адулока стала презентация книги Теке Адулока, его избранной, которая вышла в местном издательстве «Бичик». И знаменательно, что эта книга, она же открыла новую серию «Писатели народов Севера». И я думаю, что эта серия будет и дальше пополняться, и дальше выходить новые издания в этой серии. Вот. Традиционно у нас проходили и мероприятия, посвященные памяти Семена Николаевича Курилова. И вот очень интересным большим нашим достижением являлось то, что в прошлом году на родине писателя, в селе Андрюшкино, открылся бюст Семена Николаевича Курилова. И это очень важно, потому что решение об открытии бюста еще принималось на 3-м съезде юкагирского народа еще в 2000 году. И вот так много времени прошло, прежде чем это решение было наконец-то реализовано. И вот посмотрите, этот бюст, я считаю, для нас очень важным шагом в сохранении памяти Семена Николаевича Курилова. И эти мероприятия у нас традиционно, они происходят из года в год. Также в прошлом году мы отмечали в том числе и память Геннадия Дичкова. В прошлом году мы отмечали как раз 70 лет со дня его рождения. И у нас было несколько мероприятий, связанных с ним. И вот очень таким большим достижением я считаю, что театр коренных малочисленных народов Севера поставил спектакль «Розовая чайка». Может, несколько слов вы расскажете об этом? Очень знаменательно вышел спектакль к тому времени, к презентации книги Теке Адулока и ко всем литературным мероприятиям. Вы знаете, этот спектакль шел на русском языке. То, что все переходили на русский язык, тем не менее, он стремился к своей родине. И вот это вот настроение грусти, возможно, тоски о своей родине. Я думаю, что людям очень понравился этот спектакль. В этом спектакле я участвовала как информант и как преподаватель вокала.
Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 50 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Смотри четче. Переходи на HD. Хочешь смотреть в 3 раза больше каналов в отличном качестве? Оплати годовую подписку на безлимитный Восток и получи новый HD-приемник взамен устаревшего в стандарте SD. Узнай подробности на телекарта.тв или у специалиста горячей линии. Телекарта. Смотри, не переплачивай. О чем ты мечтаешь? Новая машина прямо из салона? Достойный отдых на морях? Или ключи от новой квартиры? Эти мечты достижимы вместе с нами. С программой личных сбережений обеспечим себе достойную жизнь. Воплощаем мечты вместе с Аргыс Кредит. Сохраняйте и приумножайте ваши сбережения вместе с КПК ЦФС «Аргыс Кредит». Вот покажите, пожалуйста, афишу. И очень символично, что на афише у нас розовая чайка проходит. Розовая чайка – это как один из символов юкагирского народа. А в данном случае драматург Геннадий Дьячков под розовой чайкой подразумевал юкагирский язык и культуру, который он считал, что находится на грани исчезновения. И он надеялся, что все-таки вот его символ был, что розовая чайка не исчезнет, и она дальше будет лететь. И вот, кстати, на следующей фотографии мы хотели показать вот в вечере по памяти Геннадия Дьячкова. Вот принимала участие его, племянница Ирина Дускулова. И вот тоже она пела песни. Одни из песен как раз на стихи Геннадия Дьячкова был как раз выставка, которая там была организована, и фотографии вот Геннадия Дьячкова. Осенью были очень интересные у нас несколько мероприятий. Осенью наш Якутск посетила Сесилия Аде, очень известный исследователь юкагирского языка. И она привезла нам очень хорошую новость. И мы сделали презентацию книги Акулины Иннокентьевны Стручковой. Вот посмотрите, пожалуйста, прекрасная книга, которую была переведена на английский язык Сесилии Аде. И вот на 3 языках эта книга вышла. Это рассказы для детей. Это книга на юкагирском языке, на русском языке и на английском языке. Очень такой интересный, очень важный. Для нас очень важное издание. Вот сама Акулина Иннокентьевна Стручкова. В прошлом году как раз Акулина Иннокентьевна справляла свой юбилей, 80 лет, который мы также отмечали здесь, в городе Якутске. Акулина Иннокентьевна лауреат премии имени Теки Дулока. Она очень тоже много делает для популяризации, сохранения нашего языка. А я хотел бы еще сказать, что вот эта вот презентация этой книги и так далее как раз проходила в преддверии большого события. Это международная научно-практическая конференция «Фольклор полизиатских народов». И я рад сообщить, вот я уже держу у себя в руках материалы данной конференции. Этой конференции принимало участие очень много исследователей и из-за рубежа, это из Японии, из Кореи, из Франции, из Германии, из Голландии, из США, из разных научных центров нашей страны. Конечно, очень много исследователей из Якутска, где были подведены итоги исследований последних лет. Сесилия Аде также привезла еще 2-ю книжку, которую она также издала. Это книга текстов и песен Ильи Курилова, нашего самодеятельного артиста, мелодиста, человека, который очень много делает для пропаганды. В этой книге как раз приведены 12 его песен на родном языке. И вот дано его интервью. И вот называется книга, недаром эта книга называется «Моя жизнь». Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, тоже наш постоянный партнер, который нам всегда помогает. Вот они нам оказали содействие, и в гостиной народов был проведен вечер именно
Ильи Ивановича Курилова, на котором он... Это был своеобразный отчет. С одной стороны, он и пел песни, с другой стороны, мы и презентовали эту книгу, мы разговаривали много, и надеемся, что Илья Иванович еще сделает очень много для того, чтобы действительно вот его творчество дальше развивалось во благо именно сохранения нашего языка и культуры. Конечно, прошлый год он прошел под эгидой обсуждения закона о суктуле юкагирского народа. Наш постоянный партнер, помощник Елена Христофоровна Голомарева, вот под ее началом мы несколько раз собирались. Вот, в частности, здесь фотографии из совещания, на котором мы обсуждали о реализации положений резолюции 5-го съезда юкагирского народа. И я думаю, что вот Елена Христофоровна держит это все вот под очень таким контролем, постоянно интересуется. И я думаю, что и резолюция 5-го съезда, и закон о суктуле юкагирского народа все-таки будут реализованы. Вот здесь я хотел бы обратить внимание, что после долгих обсуждений, вот весной этого года мы приняли решение, что, наверное, пока закон о суктуле юкагирского народа мы не будем пока вносить изменений в него. Наша задача на сегодняшний момент, чтобы те нормы, которые заложены в этом законе, все-таки были реализованы. И я надеюсь, что вот наши аниджи, это Римма Гавриловна Макарова в Андрюшкинском, Алёринском суктуле, и избранный новый аниджа Андрей Афанасьевич Солнцев в Нелемном, они сделают все, чтобы, пользуясь положениями законодательства о суктуле юкагирского народа, все-таки действительно воплотить их в жизнь во благо сохранения языка и культуры нашего народа. В прошлом году у нас одним из результатов стал выход пособия по песенному фольклору Вадулов. Вот, Инесса, расскажите, пожалуйста, как соавтор, то есть автор этого пособия. Автор этого пособия Анастасия Афанасьевна Курилова, ну, как соавторы творческое объединение «Река». Ну, эти материалы были собраны Ириной Сергеевной Куриловой, записи моей бабушки, юкагирской сказительницы Екатерины Ивановны Куриловой, Тымкель. В нем приводится несколько текстов Апана Куриль и многие другие, которые будут полезны детишкам, а также музыкальная часть, взятая из Ченче букварь Николая Николаевича Курилова «Азбука», где поют дети из ансамбля «Уадун Лачил». Вот следующее событие, которое у нас произошло тоже весной, была издана и презентована книга «Чудная планета Колыма», которая посвящена памяти Владимира Волкова, этого нашего юкагирского журналиста, родившегося в Зырянке, то есть в Нелемном, жившего в Зырянке, а вторая половина его жизни связана с Нижней Колымой. Он жил в Черском, жил и работал в Черском. Некоторое время он являлся первым аниджей Алёринского суктула. И вот очень много сделал тоже для того, чтобы как-то вот поднять самосознание нашего народа. И вот эта вот книга, это является такой квинтэссенцией его статей, направленных вот как раз на сохранение памяти о нашем народе. Два последних буквально события, которые произошли. Вот Инесса недавно у нас приехала с очень интересного мероприятия. Расскажите, пожалуйста, о нем. Да, я недавно ездила на литературный фестиваль народов России в рамках 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, где представляла юкагирскую литературу, юкагирский язык. В частности, рассказала о юкагирской поэзии, о литературе детской. Ну и, конечно же, ознакомила слушателей песнями, мелодиями юкагиров и чукчи и тундры. Как раз вот она привезла оттуда вот такой очень большой такой том. Это поэзия, это достижение литератур народов России. И вот
покажи, пожалуйста, нашим Да, зрителям. Это вся антология, и вот посвящен поэзии. И в нем, кстати, есть три наших автора. Это Гаврил Николаевич Курилов, Улуру-Адо, Николай Николаевич Курилов и Любовь Николаевна Демина представлены. А вот статью о поэзии, современной поэзии там подготовила Юлия Хазанкович, доктор филологических наук, которая очень много делает тоже для пропаганды юкагирской литературы. Кстати, и вот в подготовке вот этой вот серии приняла участие также и Панна Егоровна Прокопьева, это заведующая сектором полезиатской филологии Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера. Инесса не только там рассказывала поэзии, но и также там представила несколько музыкальных номеров представила там. Ну и я вот просто буквально несколько слов скажу вот в завершение о том, что буквально недавно у нас прошли презентации двух небольших книг, но очень важных для нас. Одна из этих книг – это рассказы Юко, переведенную Эмили Май и изданную по ее инициативе во Франции. Это рассказы Юко, автором которой является Гаврил Николаевич Курилов, Улуру-Адо. И вторая книга – это «Юкагирские истории». Это сборник различных материалов, который издала редакция газеты «Илкен». Здесь собраны очень уникальные материалы, рассказы, легенды, публицистика, которая касается юкагиров. Здесь среди авторов, которого является Гаврил Николаевич Курилов, Улуру-Адо, Николай Николаевич Курилов, Акулина Иннокентьевна Стручкова и многие другие. И вот составителем этого сборника является Ирина Сергеевна Курилова. Вот такие новости у нас. Еще одна такая последняя новость, буквально тоже очень радостная для нас. Буквально с мая месяца в двух наших газетах, это в «Колымских новостях» в Верхней Колыме на Зырянке и в «Колымской правде», это в Черском, начало выходить приложение. «Адулла Селпе» – это на языке лесных юкагиров, и приложение «Чайлы-Дуол» – это на языке тундренных юкагиров. И это тоже в рамках реализации решений 5-го съезда юкагиров. Таким образом, жизнь у нас достаточно насыщенная. Как вы видите из того, что мы уже рассказали сегодня вместе с Инессой, делается достаточно много. Очень много делается и здесь, и делается на местах при поддержке и наших партнеров, и при поддержке органов государственной власти, при поддержке Государственного собрания Илтумен нашей республики, при поддержке общественности, всех, кто нас поддерживает, я бы хотел их поблагодарить. И наш язык сохраняется, живет и дальше развивается. Он также и будет. Спасибо за внимание. До новых встреч. Илисимет Малии. По 3 декабря приглашаем вас принять участие в мероприятиях фестиваля «Зима начинается с Якутии». Вас ждут зажжение первой новогодней елки страны, фестиваль «Вкус Якутии», спортивные состязания, выставка сувениров народного промысла и многое другое. Встретим зиму вместе! Сетинни 45 күнүгер Булатын ойнускай атынан Сака академический театрыгар олонко күннерин өрүлө карылдыгар күтебит. Билсер телефоннаргыт 34 019 32 агухон 717. С 30 ноября по 2 декабря в Якутске пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Вас ждут презентация лучших блюд народов Крайнего Севера и Арктики в современной подаче от ведущих ресторанов столицы, мастер-классы от шеф-поваров, специальные предложения по меню известных ресторанов столицы. Ощутите вкус изысканных блюд. Оставляете детей одних? Детское любопытство не знает страха. Поговорите с ребенком о безопасности. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Все думают, что кредит – это сложно, а у нас все просто 9. Ставка всего 9%. И оформить проще простого. Азиатско-Тихоокеанский банк. Разберется даже взрослый.
Вот уже 2 столетия пожарные Якутии стоят на страже безопасности нашей Родины. Меняется оснащение, техника, люди. Но одно остается неизменным – ежедневное спасение чьей-либо жизни. Так было, так есть и так будет. В новом выпуске передачи «МЧИТ» смотрите репортаж с первого съезда врачей Республики Саха-Якутия и репортаж про работу симуляционного центра медицинского института СВФУ имени Максима Кировича Аммосова в субботу в 10 часов. Сая кәпсе. Дойдубут сиртен қостыныр күнді байын қарайар кейінге. Чыйчақ тұмсыттан әрі отчугуй туара бұрдугәрі бұтарып бұтсаға кәмейддәқ. Олар әрі сақымығын тұғығар андойду бары тастырыттан ордук улахан суолталақтыра саха маңнайғы бриллиана сунтар сулуға қаралан тұрар. Сунтар сулуға саха тұскута саңа документальны кине республикаға алмаға кырылағын тәрілі біте сүйбе бес сылығар. Оңырын тағары бұ көріңін қалғалырғар онына иннеке сағақтарғар ананар. Алмаз сақа тасты бұт қарағын ұта болбаққа дойды бұт ұйғытын түстір жоллақ бай бұт болу одуа. Көрің санағытын қолбан толк ұйғытын тұрымна. Сәтенні сүбе бәхес күнігер кейе бесің арчастыр. Театрға онына кейінеға чағылқай обарастары айбыт. Айылғаттан таланнақ Саха Республикатын народны артыға Иннокентий Дакаяров. Бұл күнлерге олығын орта омырғанын белеті әді. Мұнна ол гастролға сөз, мейін ол сәнді машинисті бұл бұты мейін орол бер біттірі. Қапсығы ден спектакль Василий Фомин тұрыр бұты әкені. Біле артист ебет әді. Қас тәхірінен гастролға баралылар. Бұл ең кіра оғыз да болылар, ең тыллаң, ең оролылар мағылар әді. Студиян оролылар ең онына кейт бедім репетициялан келдім біті. Тапталлах артист бұтын, көрөтчілер аттырыттан, ис сүрәқтен әғарделек қайын. Өрөбіл кейі 5 час 15 минутыға. Иннокентий Дакаяров. Смотрите прямую трансляцию послания главы Республики Саха-Якутия Егора Борисова Государственному собранию Илтумен 22 ноября в 12 часов.
Глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Этактавлах, Сахамсерин Лохтахтара, Увастовлах, депутатар, уважаемые народные депутаты, члены правительства, руководители предприятий и учреждений, уважаемые якутяне, в своих посланиях я всегда подчеркивал, что мы должны работать эффективно по всем направлениям. И мы видим, многие задачи решаются, движение вперед заметно. Идет многовекторная диверсификация региональной экономики, постоянный подъем промышленного производства, фиксируется стабильный естественный прирост населения, увеличение рождаемости и количества многодетных. Смертность у нас на треть ниже среднего уровня не только по Дальнему Востоку и по России в целом. Средняя продолжительность жизни перешагнула рубеж 70 лет, что лучше всего свидетельствует об ее улучшении. Вдвое увеличены объемы вводимого жилья. Тысячи семей переехали из аварийных развалин в новые дома. Построены и реконструированы сотни километров дорог, инженерных сетей. Многие населенные пункты подключены к централизованному теплоснабжению, обеспечены мобильной связью интернетом. Преобразилась сама жизненная среда, причем не только в Якутске, но и в других поселениях. На порядок повысилась заработная плата учителей, медиков, других работников бюджетной сферы. Реализуются очень нужные для якутян социальные программы, поддерживается здоровый и трезвый образ жизни. Есть и другие позитивные изменения. Их много. Все это подтверждается не только оценками самих жителей республики, но и аналитиками, экспертами. Например, на днях на уровне правительственной комиссии Российской Федерации было принято решение о распределении межбюджетных трансфертов регионам за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала. Республика Саха-Якутия признана лидером в стране. По этому показателю и уже в этом году получит дополнительно более 2,5 миллиарда рублей в качестве гранта.
Перечеркнуть все это невозможно. При всех имеющихся недостатках мы ведем продуманную, стратегически выверенную и честную политику. Почему я говорю честную? Потому что мы всегда конструктивно, прозрачно, на равных строим отношения с федеральным центром и муниципальными образованиями. Потому что не подводим и не обманываем инвесторов, работающих в Якутии. Стараемся определить понятные правила игры и найти баланс по взаимодействию с предпринимательским сообществом. Вне зависимости от ситуации всегда находимся в прямом диалоге с горожанами и селянами, со всеми, кто нуждается в социальной поддержке. Не даем невыполнимых обещаний, но стараемся решать все, за что боремся, зная свои возможности финансовых и других ресурсов. Однако всем нам надо понимать, что прежде чем потратить деньги, нужно сначала их заработать. Что существуют законы рынка, законы производства, конъюнктура, инструменты и технологии, без которых невозможно рассчитывать на успех. Нельзя забывать и о том, что Якутия – это часть большой страны, которая не отделена забором от остального мира, при том, что у нас есть как свои преимущества, так и свои системные проблемы, связанные с особенностями расселения, территории, климата, с нашей удаленностью. По итогам 2017 года объем валового регионального продукта республики оценивается в размере около 900 миллиардов рублей. Якутия по-прежнему уверенно входит в первую десятку российских регионов с наибольшим уровнем валового регионального продукта на душу населения. Напомню, что мы ставили цель выйти на 1 триллион рублей ВРП к 2022 году. Эта цель уже совсем рядом, и я уверен, что она будет достигнута досрочно. Объем инвестиций в экономике по итогам текущего года превысит прошлогодние цифры не менее чем на 20%. Хороший прирост капиталовложений дает нам освоение Чандинского месторождения и строительство газопровода «Сила-Сибирь». Создание Якутского центра газодобычи позволит нам диверсифицировать налоговые поступления, создать сотни высокооплачиваемых рабочих мест. Локомотивом экономики предстоящего года останется и алмазная компания. Да, трагедия на руднике «Мир», потеря шахтеров – это горький урок для всех нас. Но жизнь не останавливается. Несмотря на закрытие рудника, компания должна обеспечить выполнение взятых обязательств по добыче алмазов в 2018 году и сохранить мировое лидерство. В предстоящем году ожидается начало освоения Верхнемунского рудного поля, весь период разработки которого даст бюджет республики около 3 миллиардов долларов. Добыча нефти на Талаканском и Среднебатобинском месторождении идет по плану. Наращивает объем добычи угля «Эльгауголь» и предприятия компании «Колмар». В республике фактически созданы и работают новые отрасли промышленности сереброрудная и полиметаллическая. В Оленевском районе начинается активная фаза работ по подготовке производственных мощностей для добычи редкоземельных. В сентябре в ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Владимирович Путин дал старт работе Тарынского горнообогатительного комбината на золоторудном месторождении Дражное в Имяконском районе. Летом мы участвовали в запуске новых мощностей компании «Селигдар» в Алданском районе. Таким образом,
несмотря на кризисы глобальной международной политики и западные санкции промышленности республики, ориентированные преимущество на экспорт, функционирует с большим запасом прочности. И этот фундамент, эта опора позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и спокойно, как главный источник дохода в бюджете региона, как возможность поддержать другие отрасли. Мы сформировали новую стратегию развития республики до 2030 года с прицелом на середину 21 века. В рамках этого документа предусматриваем укрепление и расширение новых секторов экономики, ориентированных на переработку, на производство местной продукции. И реализация новой стратегии предполагает внедрение новых инструментов, широкое применение инноваций, информационных технологий. Формируется новый перечень из 23 государственных программ, который станет оптимальным, соответствующим требованиям времени. Для обеспечения исполнения этих программ осуществляется переход на проектный метод управления экономикой. Пока мы в самом начале этого пути, но результаты заметны. Мы почувствовали, какое огромное количество сил и времени расходовалось раньше впустую, с минимальным коэффициентом полезного действия. Видели наши слабые стороны, убедились, насколько важно привлекать к решению задач кадры высокой квалификации, работать в команде. Сейчас полным ходом идет обучение государственных и муниципальных служащих основам проектного управления. Нынче мы уже запустили 20 пилотных проектов, 3 из которых успели завершить. Усилия по созданию проектных офисов под любые важные для республики цели будут всячески поддерживаться. Без этого мы не избавимся от бюрократии, не уйдем от закостенелого, формализованного стиля работы. Все чиновники должны служить людям. Не для галочки, не для видимости, не ради сиюминутных выгод, а для достижения качественного результата. Теперь поговорим о бюджете. Бюджет 2018 года будет социально ориентирован. Насколько возможно, мы сделаем акцент на повышение заработной платы. Нам нужно думать в первую очередь о повышении благосостояния, социальной защищенности людей. Остальные статьи расходов, если есть необходимость, потерпеть. Кроме того, сразу обращаю ваше внимание, что 2018 финансовый год не обещает быть легким. Поэтому сегодня постараюсь детально проанализировать нашу бюджетную политику и обозначить главные цели. На что я хотел бы обратить внимание прежде всего. Собственные доходы республики растут. Их доля в структуре бюджета на 2018 год прогнозируется на уровне 70%. При том, что ранее мы осторожно рассчитывали выйти на показатель собственных доходов 75% только к 2025 году. При желании мы уже сегодня могли бы принять бездотационный бюджет для исполнения своих полномочий, вообще отказавшись от федеральных денег. Но, во-первых, Якутия – это полнокровный субъект Российской Федерации. А значит, все федеральные программы должны работать и на нашей территории. Это моя принципиальная и жесткая позиция в интересах республики. Во-вторых, сейчас внедряется так называемый модельный бюджет. Согласно этой методике, расходная часть бюджета республики
по параметрам бюджета 2016 года превышает расходную часть модельного бюджета на 54 миллиарда рублей. Проще сказать, по новым требованиям, эти расходы считаются излишними, избыточными. Но мы вынуждены брать на себя затраты, связанные с поддержкой сельского хозяйства, и с поддержкой научных исследований, с инвестиционными вложениями и целым комплексом задач жизнеобеспечения. И вот эти средства мы запрашиваем у Москвы как бы сверхрасчетных. Не клянча, как выражаются некоторые местные политики, а обосновывая целесообразность выделения республики этих средств с учетом наших особенностей. Уважаемые коллеги, над наполнением доходной части бюджета придется потрудиться. Предстоит очень серьезная работа с правительством Российской Федерации и с крупными налогоплательщиками. Независимо от нашего желания, финансовая ситуация будет ужесточаться. В основном из-за резкого сокращения налога на прибыль, которое произойдет по ряду причин. Это изменчивость курса доллара. Это централизация в пользу федерального бюджета части налога на прибыль. Это усиление налогового бремени для предприятий нефтяной отрасли в виде дополнительного налога на доходы от добычи углеводородов и повышение налога на добычу полезных ископаемых. Кстати, довожу до вашего сведения, что мы выступаем с сомнениями по поводу справедливости введения этих новшеств. Однако такие решения принимаются. Поэтому придется вырабатывать адекватные меры, чтобы минимизировать потери. Правительству республики поручаю обеспечить сбалансированность бюджета, не допускать кассовых разрывов. Напомним, по итогам 2016 года Якутия включена в группу субъектов с высоким качеством управления региональными финансами. Этим статусом надо дорожить и сохранять его. Также обращаюсь к главам муниципальных образований с просьбой ответственно отнестись к расходованию средств местных бюджетов, принять аналогичные меры на муниципальном уровне. Политика в области межбюджетных отношений в 18-20 годах будет ориентирована на создание условий для активного вовлечения населения в решение вопросов местного значения на принципах так называемого инициативного бюджетирования. Со следующего года в нем смогут принять участие все районы республики. Бюджетное финансирование будет увеличено в 2018 году с 32 миллионов рублей до 500 миллионов рублей. То, что скажу дальше, очень важно. Нам надо пересмотреть отношение к такому понятию, как производительность труда. Сокращать издержки там, где возможно. Производительность труда не просто экономическая категория. Она напрямую связана с культурой, психологией, личностными и коллективными установками. Всем надо учиться с меньшими затратами получать и делать больше. Грубо говоря, можно вложить огромные средства в один объект, а можно на эти же деньги облагородить несколько улиц, установить освещение, поставить скамейки, урны, посадить деревья, разбить клумбы. Даже новые таблички на домах меняют восприятие людей, призывая коллег на местах действовать именно так. Надо советоваться с народом. В 2018-2020 годах основным источником покрытия дефицита государственного бюджета останутся государственные заимствования. Долговая нагрузка республики по-прежнему находится в пределах нормативов, установленных
бюджетным кодексом. Обслуживание долга никаких вопросов и нареканий не вызывает. На решение социальных задач в будущем году будет направлено 47% расходов, более 81 миллиарда рублей. Это прямые отчисления на развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, рынка труда и занятости, и реализацию молодежной и семейной политики, социальную поддержку населения. Сюда же входит обеспечение жильем детей-сирот, строительство Якутского республиканского онкологического центра и новых школ. На повышение качества жизни населения закладывается 15% бюджета, 26 миллиардов рублей, которые пойдут на строительство жилья, обеспечение деятельности сектора жилищно-коммунального хозяйства, сдерживание тарифов для населения в этой сфере, на северный завоз и охрану окружающей среды. В 2018 году завершится строительство водозабора водоочистных сооружений в городе Якутске. Еще 17,5 миллиардов рублей, почти 10% бюджетных средств, предусматривается на развитие региональной экономики, в первую очередь на сельское хозяйство. Доля средств, предназначенных на фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы, составит в общей структуре бюджета 43%, в абсолютных цифрах это 74,7 миллиарда рублей. На повышение заработной платы, которая в следующем году затронет около 58 тысяч бюджетников, мы дополнительно выделяем 8,9 миллиардов рублей. Все обязательства по майским указам президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина гарантированно будут выполнены. Кстати, обращаю ваше внимание, что по исполнению майских указов Республики Саха-Якутия входит в тройку регионов-лидеров наряду с Москвой и Татарстаном. Уважаемые коллеги, мы регулярно встречаемся и разговариваем с предпринимательским сообществом. Проблемы всем известны. Как уже не раз говорил, для улучшения ситуации с малым бизнесом нам надо сделать 3 вещи. Первое – улучшить инвестиционный климат. Второе – обеспечить преодоление административных барьеров. Третье – поддержать предпринимателей через институты развития. В этом году мы очень заинтересованно занимались реализацией 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Все, наверное, в курсе, и позитивные сдвиги появляются. Совместно с институтами развития бизнеса необходимо продолжать создавать благоприятные условия для продвижения местных товаров в рамках проекта, сделанного в Якутии, который стартовал нынешним летом. В прошлом году было объявлено, что развитие местного производства становится новой генеральной линией политики республики. Поэтому нам важно делать упор на стимулирование производства товаров и услуг всех предприятий, чья продукция востребована на рынке, и в том числе за пределами Якутии. Здесь подразумевается полноценное возрождение алмазно-гранильной и ювелирной отраслей на базе действующей ТОР Кангаласах, развитие интеллектуальных технологий, народных промыслов, въездного туризма и других. Всего того, что может быть конкурентным, что можно производить и перевозить без серьезных затрат. Для этого в республике создается экспортный центр. Также проводится работа по включению местных производителей продуктов питания в цепочку снабжения крупных промышленных компаний. Одной из основных задач развития местного производства является создание условий для полной загрузки мощностей действующих предприятий.
Соответственно, на более высокий уровень надо выводить их участие в государственных, муниципальных и корпоративных заказах. Буквально полторы недели назад я проводил большое совещание с руководителями Института по развитию бизнеса, убедившись в том, что они все-таки справляются со своими задачами не в полной мере. Вроде работает, а ощутимых результатов не видно. Назрела необходимость функциональной перезагрузки корпорации развития Якутии, агентства инвестиционного развития, технопарка, бизнес-инкубаторов, венчурного фонда, фонда поддержки предпринимательства. Прошу правительство республики подумать над этим. Снова отдельно обращаюсь к главам муниципальных образований. На днях мной подписан указ о борьбе с нелегальным бизнесом. Искоренение незаконного предпринимательства – это во многом зона ответственности местных властей. Вы все отлично видите, все происходит у вас на виду. Подключайте к этому делу общественность, действуйте сами. Борьба с нелегальным бизнесом продиктована здравым смыслом, интересами государства и граждан, которые, работая в серых структурах, не получают положенных по закону социальных гарантий. Самое главное, мои позиции в этом вопросе поддерживает бизнес-сообщество. Считаем, что политика государственного протекционизма по отношению к предпринимательству не должна превращаться в средства заработка для отдельных профессиональных просителей преференций. Пора уже создать такие условия, чтобы распределение государственной поддержки малого бизнеса было максимально широким и равнодоступным, давало результат. Уважаемые народные депутаты, дорогие друзья, несоответствие системы подготовки кадров потребностям экономики по наиболее востребованным профессиям привело к дисбалансу спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Слабая трудовая мобильность населения лежит в корне ключевых системных проблем, которыми мы пытаемся заниматься, имея в виду и безработицу, и бедность, в том числе среди тех, кто имеет работу. Но государство обязано создавать условия для того, чтобы население имело возможность легче адаптироваться к новым реалиям, переквалифицироваться, получать достаточный объем информации о вакансиях, о возможных вариантах самореализации, даже если речь идет о смене места жительства. Мы должны помогать людям выходить из личностного кризиса, находить для себя какие-то ниши. Еще один важный момент. За последние 3 года выросла численность иностранных трудовых мигрантов. И ни для кого не секрет, что по большому счету это обусловлено не нехваткой рабочих рук, а желанием руководителей наших предприятий сэкономить на зарплате и социальных пакетах для работников. При этом одновременно в органах службы занятости состоят на учете безработные жители республики, ищущие работу в этой же сфере. Да, мы контролируем численность гастарбайтеров. Установлен запрет на использование иностранных рабочих в тех сферах, где достаточно высокий уровень профессиональной востребованности якутян. В образовании, здравоохранении, транспортном комплексе, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и так далее. Кроме того, для иностранной рабочей силы из дальнего зарубежья применяется ограничение на основе трехстороннего соглашения
между профсоюзами, работодателями и правительством республики. Таким образом, настало время поставить во главу угла решение задач в области труда и занятости населения. Поэтому сегодня сообщаю о своем решении объявить 2018 год годом содействия занятости населения в Республике Саха-Якутия. Прошу правительство до конца года разработать и утвердить план мероприятий по проведению года содействия занятости. В рамках тематического года мы положим начало основательной системной работе в этом направлении, что, уверен, положительно отразится на многих сторонах жизни якутян и, конечно, на нашей экономике. Дополнительная уверенность в правильности выбора тематики предстоящего года мне дают результаты социологических исследований, проводимых среди якутян. По результатам опроса 43% жителей республики наиболее острой проблемой признают вопросы занятости и безработицы. При этом данный вопрос волнует больше всего сельских жителей. Уважаемые народные депутаты, в аграрной отрасли в 2017 году наблюдается увеличение объема производства по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года, в основном за счет увеличения валового надоя молока. Системная работа в отрасли началась после принятия закона Республики о развитии сельского хозяйства. Для внедрения положений закона вновь созданный Центр информационно-консультационного обеспечения, Саха-Агроплем и служба земледелия. Введен единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве. Определены перечни единых заготовителей объектов традиционной хозяйственной деятельности коренных народов республики. Стало уделяться внимание кооперации, заготовке продукции, технологическому оснащению, повышению доходности. В целях совершенствования кадрового обеспечения АПК мной издан указ о кадровой политике в сельском хозяйстве. Политика поддержки хозяйствующих субъектов должна быть выстроена по 3 направлениям. Бизнес, крупные и рентабельные организации. Занятость, низкопроизводительные, нерентабельные организации. И самозанятость – это крестьянские и личнепособные хозяйства населения. Сохраняем оправдывающие себя механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей. В центре внимания остается арктическая повестка, проблемы северных районов республики, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Уважаемые друзья, подчеркиваю еще раз, мы должны повысить уровень жизни социально уязвимых слоев населения путем концентрации ограниченных ресурсов на адресную поддержку нуждающимся, усилить персонификацию социальной помощи, а также за счет повышения заработной платы, увеличения предпринимательских доходов, индексации социальных выплат. Нивелировать отрицательные последствия неравенства в доходах населения – наша первостепенная задача. И за выполнение этой работы спрос будет строгий со всех, от министров до рядовых руководителей муниципальных администраций, предприятий. Соответствующие решения приняты только за их реализацию. Дело в этом заключается. Коллеги, мы сделали очень много в сфере жилищной политики. За последние 5 лет в республике жилищных условий улучшили без малого 30 тысяч человек. Ликвидировано почти 500 000 квадратных метров аварийного помещения. Однако это тот случай, когда сделано много, но радоваться пока рано.
Масштабы работы огромные, поэтому нужно собраться силами и двигаться дальше. Также в жилищной политике нам надо активно подключаться к разработке новых механизмов защиты обманутых дольщиков. Для нас это вопрос не праздный. А с 1 октября, я напомню, начал работать Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Интерес к сфере жилищно-коммунального хозяйства как со стороны финансовых институтов, так и со стороны частных инвесторов становится заметен. Этому способствует внедрение инструмента концессионных соглашений, что создает новые условия, в которых инфраструктурные проекты будут экономически выгодными. Будем продолжать повсеместное подключение сельских домов к теплоснабжению, благоустройство индивидуального жилья. Для улучшения доступности к услугам жилищно-коммунального хозяйства работа должна идти по двум основным направлениям. Первое. Конструктивное взаимодействие с федеральными органами власти, и в том числе по снижению затрат естественных монополий. Второе. Тотальное энергосбережение в коммунальном комплексе и жилищном фонде. Кроме того, надо найти возможность для решения проблемы накопившихся долговых обязательств в системе жилищно-коммунального хозяйства. В результате ликвидации перекрестного субсидирования, осуществленной при поддержке президента страны, энерготарифы для юридических лиц значительно снизились, бизнес получил облегчение. В 2018 году наша задача продолжить работу с федеральным органом власти по продлению срока действия механизма выравнивания тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня с 3 лет до 10. Чтобы уменьшать затраты на содержание дизельной генерации, надо довести до логического завершения повсеместное внедрение возобновляемой энергетики. Мы ни в коем случае не будем отказываться от субсидирования социально значимых пассажирских перевозок на речном и воздушном транспорте. В будущем году, в соответствии со специальным поручением главы государства, должен быть наконец завершен пусковой комплекс Томмот-Нижний Бестях. Кроме железнодорожного проекта, задачами первой необходимости транспортного комплекса остаются для республики обеспечение стабильной работы региональной авиации, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, обновление грузового флота и нормальное прохождение навигации в условиях изменения климата и обмеления рек. В области информатизации доступ граждан к государственным услугам в электронной форме нужно довести до уровня не менее 70% от общего числа жителей республики. Темпы развития цифровых технологий на сегодня пока недостаточны. Поймать волну цифровой революции должны все. Цифровые трансформации уже произошли в сфере финансовых услуг, пассажирских перевозках, торговли. Следующее на очереди здравоохранение, образование, создание умных городов в отрасли промышленности, где основными факторами дальнейшего роста станет использование цифровых платформ, облачных вычислений и робототехника. Поручая правительству в первом квартале 2018 года разработать проектную программу цифровизации экономики республики, определить соответствующие индикаторы в государственных программах. Два слова о развитии средств массовой информации. Считаю, что для всех государственных каналов и изданий приоритетом должен быть постоянный, а главное – результативный обмен мыслями, идеями, конструктивными предложениями в треугольнике власть, бизнес, общество. Руководители органов власти, как основные проводники информации, должны знать, обобщать и анализировать все,
что думает население о нашей работе, об инициативах, которые мы продвигаем. Знать, что люди советуют, предлагают. Тогда и поводов искать виноватых по определению будет меньше, а поводов сделать что-то общее, сообща, наоборот, больше. Если говорить об образовательной системе республики, она должна гибко и быстро реагировать на изменения потребностей развивающегося рынка инноваций и высоких технологий. Это, кстати, тоже связано с предстоящим годом содействия занятости населения республики. На протяжении последних нескольких лет перед системой образования стоял вопрос, как учить. Соответственно, целевой задачей было качество образования. Наряду с достигнутыми качественными показателями в образовании, современные тенденции в экономике и ситуации на рынке труда обязывают нас поставить следующий вопрос. Чему учить? Возвращаясь к дисбалансу на рынке труда, одним из ключевых механизмов его устранения считаю активизацию профориентации. Готовить специалистов будем в соответствии с потребностями отраслей экономики. Поэтому задача повышения престижа рабочих профессий по-прежнему важна. Система среднепрофессионального образования нуждается в перестройке, вплоть до пересмотра учебных планов. Молодежь большую часть учебного времени должна проводить на производстве. Нам нужны практики, а не теоретики. Научное сообщество республики призывает сконцентрироваться на новых задачах по развитию экономики, созданию условий для внедрения новых технологий. В 2018 году мы должны открыть региональное представительство Российской академии наук, чтобы еще активно привлекать лучшие умы страны к реализации наших масштабных проектов в интересах жителей республики. Правительству также необходимо вывести на новый уровень сотрудничества с отечественными научными фондами. Внедрение новых технологий определяет и лицо современного здравоохранения. Увеличиваются виды оказания высокотехнологичной медицинской помощи и телемедицины. Мы выходим на мировой уровень в области трансплантации органов. Наши врачи уже готовы к пересадке сердца костного мозга. В республике нарабатываются для внедрения и тиражирования методы геномной медицины, персонализированной медицины. Планируется открыть научно-производственный центр трансляционной медицины. Но основной проблемой является организация скоростных каналов связи для медицинских учреждений. Без поддержки со стороны федеральных органов власти решить этот вопрос практически невозможно. Правительству придется попотеть, активизировать работу в рамках федеральной целевой программы. И, конечно, нужно расширять современные методы управления медицинских организаций, внедрять лучшие практики менеджмента, доказавшие свою эффективность, такие проекты «Вежливое здравоохранение», «Стандарт поликлиники», «Республиканский центр поддержки и сопровождения пациентов». На улучшение демографических показателей в республике повлияли принятие 5-6 лет назад решения о мерах по профилактике алкоголизма в республике. Это подтверждается не только специалистами, но и конкретными цифрами. Заболеваемость алкоголизмом снизилась на 46%. Общие коэффициенты смертности на 12%. Количество убийств сократилось на 41%, а случаев суицида на 26%. При этом значительно уменьшилась доля молодежи, страдающей от алкоголизма. Оздоровление населения, пропаганда здорового образа жизни остается приоритетом нашей работы. Очередным крупным спортивным событием, которое у нас становится традицией, станет проведение в 2018 году седьмых спортивных игр народов республики в селе Амга,
который мы должны организовать так же, как и раньше, на уровне через проектное управление. Уважаемые коллеги, 2017 год был объявлен в Республике Саха-Якутия годом молодежи. Центральным его событием стал всероссийский слет студенческих отрядов в Якутске. В целом состоялось много хороших мероприятий, молодежных проектов, творческих, патриотических, экологических, инновационных и других. В республике набирает обороты единоармейское движение среди школьников. Уже около 80 тысяч детей являются участниками единого детского движения «Стремление». Совершенствование системы выявления и развития талантов детей прикликается и с решением президента Путина о проведении десятилетия детства в России. Нам уже сейчас необходимо определить направление этой работы. Ее девиз должен быть таким: Якутия доброжелательна к детям. Сейчас мы закладываем кадровый потенциал, который обязательно выстрелит через некоторое время. Только благодаря этому мы сможем выдержать условия глобальной конкуренции и преуспеть в них. Это и есть смысл нашей работы по поиску талантов, начиная со школьного возраста, стимулирование творческого участия молодежи в многочисленных конкурсах, олимпиадах по гуманитарным и техническим направлениям, международных соревнованиях по профессиональным компетенциям WorldSkills, научных проектах, деловых играх. Для этого открыта Малая академия наук республики, детский кванториум, интерактивный музей «Россия. Моя история», другие объекты. Следующими этапами этой работы будет строительство образовательно-научных детских центров в селе Актемцы, в городе Якутске и некоторых других районах, а также проведение международных интеллектуальных игр летом 2018 года под патронатом Российской академии наук и под эгидой ЮНЕСКО. Мы продолжим и дальше формировать резерв молодых кадров посредством механизмов, которые хорошо зарекомендовали себя в республике. Будем расширять переподготовку и обучение в реформированной высшей школе инновационного менеджмента. Мы уже сегодня имеем возможность привлечь через ВШИИМ десятки ведущих российских и зарубежных экспертов, в том числе в формате приглашенных профессоров. Такой опыт появляется и в наших вузах. Сам часто встречаюсь с молодыми кадрами, слушая их предложения, пожелания и замечания. К каким выводам прихожу? Нынешняя молодежь рассчитывает на определенную поддержку, но не на опеку, а на понимание и наставничество. Особенно приятно, что они, так же как и мы, патриотичны, но более раскованны, свободны. Они и есть новые возможности роста республики. При этом эти ребята хотят, чтобы Якутия оставалась лучшим местом для жизни и реализации их способностей. В Российской Федерации уходящий год прошел под знаком экологии и защиты охраны окружающей среды. В Республике Саха-Якутия началась реализация экологической доктрины. Состоялся второй съезд экологов. Общественность с пристрастием изучает деятельность предприятий и недропользователей, которые сегодня реализуют 16 комплексных программ по охране окружающей среды. Площадь особо охраняемых природных территорий в Якутии достигла 1 144 000 квадратных километров, или 37% всей площади нашей Якутии. Совместно с Минприроды Российской Федерации готовится процедура повышения статуса природного парка Ленские столбы до национального, а также создание государственного природного заказника федерального значения на Новосибирских островах.
В этих вопросах и впредь важно взаимодействовать с общественностью. Уважаемые народные депутаты, предстоящий год будет во многом определяющим для нашей страны, для республики. Прежде всего, политической точки зрения. Весной предстоят выборы главы государства, а осенью избиратели Якутии определяют новый состав парламента республики. Я уже сейчас не сомневаюсь, что в следующем созыве Государственного собрания ЮТМН будет еще больше общественников, лидеров, тех, кто проявляет себя активным участием в каждодневной жизни республики. В условиях информационной открытости население все сильнее ощущает необходимость соучастия в управлении, в решении самых обычных проблем, которые касаются многих. На этом фоне политика перестает быть элитарной. Сегодня рядовые граждане готовы нести определенную долю ответственности, в том числе и за важнейшие вопросы общественной и государственной жизни. Это значит, что мои призывы, с которыми я обращался к народу Якутии в начале своего президентства, были услышаны. Посмотрите, как активным у нас отраслевое сообщество, сколько у нас некоммерческих организаций, готовых оказывать услуги населению. Народ начинает верить в силу собственных возможностей, в силу воздействия происходящего вокруг событий. Сегодня деятельность главы и правительства республики абсолютно прозрачна. Через систему электронного правительства мы вышли на принципиально новый уровень контактов с гражданами и организациями. Есть реальные механизмы контроля за работой властей, за расходованием бюджетных средств, за выработкой тех или иных решений. Коллеги, идет борьба с коррупцией. Проводятся тотальные проверки на предмет нарушения антикоррупционного законодательства. Ни один провинившийся чиновник, руководитель не уходит от мер воздействия дисциплинарного характера. Получает замечания, выговоры, предупреждения о неполном служебном соответствии. Есть и увольнение. Каждый знает, что за любое неправомерное действие спросят с него, как говорится, по полной программе. И проведенное недавно ужесточение кодекса об этическом поведении служащих – это тоже не декоративная мера, поверьте мне. Ежедневно наблюдаю за своими коллегами, подчиненными. Вижу, как они работают. Моральная ответственность членов правительства, сотрудников, руководителя аппарата за свою работу как никогда повышена. Конечно, сейчас непростые времена. Идет ломка миропорядка, на Россию давят со всех сторон. В этих условиях вдвойне опасны любые внутренние политические и социальные конфликты. А охотников посеять смуту под разными предлогами всегда хватает. Прошу членов правительства, представителей общественных институтов подумать о проведении в 2018 году второго республиканского форума «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии». Первое такое мероприятие состоялось в 2011 году. У меня есть ощущение, что сейчас, когда наша страна, да и республика переживает период серьезных вызовов, есть необходимость еще раз собраться и поговорить о том, как нам преодолевать трудности и достигать прогресса через наши исконные духовные ценности, через культуру, труд и веру. Пройдет еще 10-15 лет. Уверен, многие из нас, ныне живущих, гордостью скажут, что были непосредственными участниками великих событий, которые вернули гражданам нашей страны самоуважение, снова сделали ее великой державой. Пока мы этого до конца не понимаем или не чувствуем,
не можем оценить по достоинству. Но от этого зависит здоровье нашего общества. Следующий год станет для Якутии еще более напряженным, чем уходящим, и политической, и экономической жизнью. Мы должны быть мобилизованными, готовыми к преодолению трудностей, использовать скрытые резервы с меньшими затратами, достигать большей производительности, а поэтому ставить перед собой правильные задачи. Чтобы повышать эффективность любого труда на производстве, в сфере услуг или в управленческом звене, нам надо проводить технологическое преоснащение, повышать квалификацию специалистов, отлаживать как часы все цепочки взаимодействия. Уважаемые участники церемонии, уважаемые жители республики, все, что было сказано в моем сегодняшнем выступлении, это не просто анализ, не абстрактное рассуждение или пожелание, а конкретные задачи. Все они выполнимы и должны последовательно решаться. Да, я согласен, трудно придумать более сложные условия для ведения нормальной экономической деятельности, чем наши. 8 месяцев зимы, огромное расстояние, тяжелейшая транспортная схема, зависимость от северного завоза, дефицит земель и так далее. Мы с вами работаем в экстремальных климатических условиях. Даже просто живя и работая здесь, каждый совершает маленький подвиг. Но все равно главным критерием оценки труда везде и всюду должен быть не сам факт совершения какого-то действия, а его целесообразность. Не процесс преодоления трудностей, а конечный результат. Мы должны действовать, сотрудничать, повышать производительность. Уважаемые друзья, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Мақтау, сахавыстерін сөйдетер, бары бирге илалияқа. Сая кәпсе. Дойдубут сиртен қостыныр күнді байын қарайар кейінге. Чыйчақ тұмсыттан әрі отчугуй туара бұрдугәрі бұтарып бұтсаға кәмейддәқ. Олар әрі сақымығын тұғығар аң дойду бары тастырыттан ордук улақан суолталақтыра сақа маңнайғы бриллиана сунтар сулуға қаралан тұрар. Сунтар сулуға сақа тұскута саңа документальны кине республикаға алмаға кырылағын тәрілі біте сүйбе бие сылығар. Оңырын тахары бұ көріңін қалғалырғар онына иннеке сағақтарғар ананар. Алмаз сақа тасты бұт қарағын ұта болбаққа дойдубут ұйгутын түстір жоллақ бай бұт болу одуа. Көрің санағытын қолбон толкүй гутын торумна. Сетенні сүйбе бәхес күнігер кие бе саңар частыр. У каждого человека есть мечты, которые иногда сбываются. Как это происходит? Только что изданная книга «Традиционная кухня овенков Якутии» Южной Якутии является проводником тех истинных ценностей, которые автор приобрела с самого детства. Вы узнаете об этом из передачи «Мечты сбываются» программы Геван в субботу в 15:15.